ультразвуковой сканер для определения зрелости, такие патологии, система являемся посредником следственной идентификации и это тренинг сложно, потому что по диагностике Это дистиллят используем вот эти, потому что бирка, она у нас пожизненный срок. То есть бирка не вырастет, теленок-то вырастет, а бирка останется такой же маленькой. Вот, поэтому используем именно сразу же бирки правильного размера. Это электронные бирки, да, они считаются специально. Проект — это такой форум, в котором, грубо говоря, уменьшенный формат компостера, куда засыпаются отходы, В закрытом отходе, да, также биофильтры для воздуха. И он уже более подъемный, но совсем, как бы несравнимые цифры на порядке раз дешевле. Это вот институт электрификации. Это, Да. Я вас приглашу сейчас на фирму «Как», на КРС «Как». Вот. Я познакомлюсь. Ну, они строят и огромные фермы, и для КРС, и для этого. И самое главное, у них хорошая задачи выполнения на общем уровне. По цене оно достаточно такой ближе к бюджету, чем предметный разговор есть. Птицы, да, на птицефаб. То есть там проблем сотрудничества у нас никаких нет. Деловые линии. Как правило, это деловые линии. То есть можем мы заказать для вас деловые линии. По приходу на терминал вы оплачиваете. Это без НДС. Это без НДС. Нам сами надо платить, да? Да, вы сами платите НДС по месту. То есть мы у себя платим НДС, мы вам счет выставляем вот как он есть. А вы 20% уплачиваете. Ну, просто потом нам сообщайте, что вы оплатите. А вот, например, сколько бы обошлось на 800 голов? Значит, на 800 голов. Ну да. Давайте сейчас посчитаем. Значит, на 800 голов, значит, где-то 1600 квадратов, по 2000 квадратных метров, да? Вот 2000 квадратных метров на 1,6 это будет 1000, где-то 1300 штук ковров. 1300 штук ковров.
вес одного ковра в среднем, да, если 24 возьмем, 40 килограмм. Это сколько получается? Почти 50 тонн. 50 тонн. Но это заказывать надо длинномеры. Мне хотя бы не так, чтобы посчитать, надо одна, насколько дойдет. С доставкой к вам? Не могу. Сейчас мне просто не готовы. Татарстан. Балтаси, север, граничит с Кирской областью. Балтаси. Вот я визит. Сюда северный, да? Да. Где-то получается в Беларуси в районе 2000 километров. 1700 точилов. А чего? 200. Зеленый есть? Карнаш Нахаловского шатра. Karnaj'ın Мен алып барадым. Мен баздан алдым. Ошаттым. Нормально. Ну, мен көрермедім, потому что бір пункт үстіне ошаттым. Результаттан көрермедім. Аның үшін мен ойлар ошаттым. Екінші күнде ғана көріп болмайды. Алар күрештік даже. Это Носов Николай. Агрономия. Bu şekilde onu sizlere takvana kuruşturmayı. Baltaşlar. Baba тоже Baltaşlar. я думаю, скорее всего, по запаху, допустим, по структуре. Да, по запаху вообще, я думаю, мы начали надавить. Закладывали. Bilmezdim de tanıştıram diye, anlatam diye bir situasyon. Зеленый чай, один чай. Один зеленый чай? Вот они уже с Виктором. Часть, которую мы используем, она была убрана же именно в молочную спелость. Там уже морозы стоят. Да, молочные стояли, стебель уже весь высох, а сам молочный спелости остался. Ждали. Ну вот, на самом деле, может, на синусу просто надо учиться. Эффекта маловато. Именно надо, чтобы выделило на восковой. Это не знаю. Вся кукуруза была в молочной спелости. Нам приходилось просто на полях ездить и выбирать ту кукурузу, которая имеет, по крайней мере, наибольшую початку, наибольшую озерненность и на полмесяца команды. Вот это мы пускали на карташ. А то, что там недоразвитые организмы, это пускали на силос. При этом каждое поле приходилось объезжать, заползать туда, метров за 20 в глубину. И уже внимательно смотреть, что там получается визуально. Поэтому это непростая вещь, особенно когда морозы приходят не слишком рано. Сколько можете транслировать?
понял, где-то не меньше 40 грамм. Тройной туз. Ну там просто он вылетать будет уже. Поэтому обязательно нужно смотреть не только сколько крахмала по полостным силам там или в ноже, а сколько еще транзитного. И потом пересчитывать, сколько сухого вещества допустим, у вас идет с этим топливом на корову. Ну, зная процент содержания, то 40 процентов, вернее, виноват, 40 грамм на килограмм идет, это очень Скорее всего, Альбина. Фермы должны были вести. А посмотри, сколько? Это 4-5 месяцев с ними работать. Рахмат? Все, спасибо, очень было приятно. Ақтаншыққа қайтыңыз, Балташқа қайтыңыз, Мәскеуде етмаңыз. Мәскеуде. Тұзды қуасылар. Там вися телефоны, Москвадан постоянно. Бір келгеш індәшірмә Ай, мисал. ай, ай. Бір арақ ішкенде, икісін түгі бірдеңе. Рахмат. энергию из однолетки, энергию максимально. Потому что как бы если там 25% значит запросит больше. Переваримость клетчатки в этой фазе отменная просто. Плюс еще препарат ползгроб дает переваримость усиливать.
Каждый раз идет снимать и делаем дешевле,
Die zijn niet bang dat ze niet voldoende voer krijgen of minder kwaliteit als voor de buurvrouw. Dus dat heeft tegen gestoken, maar dat doe je niet rennen om te eten. De voermanagement met een drinker is vrij simpel. Je stelt 1 keer per groep in dat je die dieren wilt voeren. En het wordt altijd iedere dag dezelfde houding gevoerd. Het maakt niet uit of dat voor 5 of voor 10 dieren of voor 120 dieren is. Die groep heeft elk fatsoen exact iedere dag hetzelfde. Want de arbeidsbesparing is dat hetzelfde. Allemaal apart. Heel handig. Ik heb het voermanagement dus gewoon op de smartphone. Het is natuurlijk een systeem van je telefoon die wat erbij hebt. Waar je gewoon het hele management van de hele feest alles erbij hebt. De grootste bezwaar als het vuursysteem dat ze normaal daarop aangepast moet zijn. Dit systeem kan geïnstalleerd worden. Suggestie van het systeem heeft gelukkig heb ik wel de laatste wetenschap zoals ze zijn met christenen in de industrie is niet dat ze best wel niet helemaal zag. En dus op het moment is die werknemer Увлажняет воздух, да? Увлажняет. Я бы не знаю, какую запустить. А можно ее пройти? Вот с автомат? Вот на самом деле металлическая реально может быть. Не помнишь, İyi. Vay metalist yok. да, металлическая. Satış ne nasıl?
Сначала выключить, потом включить. Вот, да. Да, все, запустил. Запускается. И, по идее, они просто демолишнинг накажут систему. Если у вас торговая или там по настройку, допустим, задачи, вы такой-то, это так
Сказать вам, что Ваша изделие, да? Да. Сколько она стоит? Сколько стоит? Ага. Это хороший вопрос. А, А вам в какой комплектации? я не специалист, я просто интересуюсь. Я снимаю. Надо дело снимать. А, снимать. Да. Рекламировать, показать. С какого региона? Татарстан. В Татарии очень много роботов. Такие есть. Даже такие есть. Есть комплекс в Татарстане. Сейчас вот строится один уже коробки готов. 8 роботов в одном коробнике. 4 коробника. 32 робота. Откуда сами? Это компания Казахстанская. Я занимаюсь бизнесом в Краснодаре, а вот бизнес Казахстана. Можете пообщаться. У нас комплексы строятся тоже. В основном, да, дилеры все полный цикл. Вот по цене сколько она стоит? Ну, смотрите, все зависит очень сильно от того, сколько роботов будет покупаться. То есть большой комплекс или маленький, какой комплекс? У нас в одном колхозе за 1000 голов, другой 1600. 1000 голов, 16 роботов. 16. Какой, да? Примерно можете считать, если высокоудойное стадо, то где-то 60-65. Есть. Paketlerinde kaldı. Bari alıp geleyim mi? Alıp geleyim kaldı. Там стоят ролики. Это когда вы эксплуатируете сырую погоду зимой, приходит к нему. Здесь эти машины уже в России, у нас в частности в Ленинградской области, уже больше 10 лет работают. Их не мажут, не чистят, не моют. Круглый год прекрасно себя показали. Поломок нет. Привод простой. Вал отбора мощности, внутренняя часть там, ротор поверхностный. И измельчение зависит от того, что мы измельчаем. Если
включения. Если есть возможность потом гидравлики, модель с сепаратором, с ситами. Будет такая же возможность, как у Тигли, изменять, то есть более мелко сделать или покрупнее там. Но это будет все. Эта машина пока без такого. Стационарные есть они? Нет, стационарного нет. Только на трактор или на тележку. Ну, можно, наверное, его сделать стационарным. Если вы его просто куда-то установите, грубо говоря, закрепите и будете подгонять трактор, подцеплять, пожалуйста, почему нет? Нет, не подцеплять, а просто электромотор. Если электромотор, вам потребуется мотор-редуктор. Да. Нужно, чтобы этот мотор-редуктор передавал сюда 1000. Если вы это решите, без проблем. С 1 апреля будет стоить 16 100, сейчас стоит еще 15 евро. 1 150 000 сейчас она стоит. Эта машина 4-тонная, сейчас стоит 695 000. Это комплекс машин для закладки. Спасибо, пожалуйста. Который покупал домашний. Она питается на пастбище. Находится коридор или проход. Если там поместить просто ведро, оставить какое-то ведро, это тут же приведет к пробке. Потому что все козы придут и начнут смотреть, что-то появилось новое, что-то здесь не так. And this autistic behavior of the goats implies that you have to handle them regular and quiet, because they react on everything. И получается, они вот замечают все вот эти мелочи, детали, вот это аутистическое поведение означает то, что когда вы работаете с козами, с ними нужно обращаться осторожно и довольно-таки незаметно и тихо. Почему? Потому что они реагируют на все подряд. So let's discuss about the way goats are eating, foraging. Давайте дальше посмотрим, как козы у нас едят, питаются. Very important to realize, goats are natural selectors and very, very picky. Очень важно помнить то, что козы очень сильно реагируют на детали. И кроме того, они очень-очень капризны. Они любят выбирать какие-то мелочи. And of course, this differs per individu. Это как... Per individual, animal. Конечно, существуют у нас и индивидуальные отличия. But they are really able to select feed out of a well-mixed TMR, total ration. Но они действительно вот могут выбрать такое, как где-то что-то повкуснее, если им положить в кучу разной еды. Они обязательно там выберут где-то что-то получше для себя. They are able to select super. Я постоянно снимаю, не нужно. Здесь есть некоторые правила, которые можно соблюдать. Американский президент. Ну, напишите, нет?
сами знаете. Нет, понятно. Это есть фирма. Это есть фирма специализированная. Та же фирма Хартман. У них есть специалист по убою скота и все, что для убоя. Если есть время, могу подвести и поговорить. Ну, сейчас мы пойдем. Я тогда могу подойти спустя какое-то время, чтобы президент. А вы же чем вы? Непонятно.